Ну что, здорово, мужики. Всех подписчиков приветствую. Захворал я. Недельку так. До сих пор градус не уходит. Да, это, впрочем, к слову только. Так, сегодня видео, извиняюсь, про гарантии ножей. Может, кто-нибудь... Да, есть некоторые клиенты, которые отправляют ножи. Да. А особенно первые клиенты, которые ножи были из хашки, и чтобы поправлять, вот, и кое-что делать. Был клиент, который 4 раза отправил за гарантией, вот, и правда он живет недалеко, в городе Якутска, а не какой-нибудь Магаданской области. Ладушки, это только к слову. Пришел ножик сегодня по гарантии. Якутский нож в темном. Вот, бычий хвост, конский волос. Вот. Тут смотрим. Чуток трещинка. Вот. Вот. Еще раз смотрим. Совсем белый. Вот хозяин минут несколько назад звонил, с ним переговорил. И почему, спрашивает, свет почему менялся? Он говорит, ванну попробовал, плавает, не плавает, спрашивает. Ну, убедился, спрашивает. Да, убедился, нормально. Вот. После этого вся масло ушло, вот поэтому он побелел. Это первое. Второе, хозяин хочет тут чуточку шкурить. И в образце в качестве напоминания, какой район ножа, он нарисовал фломастером. Этот фломастер останется. Чуток поколдую сейчас. Минут через некоторые я посмотрим вместе. Но я боюсь, что этот фломастер останется. Я ему сказал, предупредил. Но он, что поделать, согласился. Дальше идем. Ножик вот такой после использования. Это хашка, я его знаю, сам делал. И вот камеры не видно, не видно, где у нас камеры-то. Камера, давай фокусируйся. Ну, короче, тут кончика слегка затупилась я. Кончик. Я его исправлю. А так, ножик по мне практически идеальное состояние. Это радует. Вот. Вот такой вот ножик. Охват хороший, отличный. Вот. Так, ну вот. Я ослабил конский волос. Сейчас волшебной кисточкой проведем. Посмотрим, что будет. Сразу, как видите, свет меняется. А пока она пропитывается, свет совсем другой будет, когда она обсохнет. Вот. А так, у этого натурального свет внутри, так что, по идее, она не должна стереться, уплывать, то все. Вот. Внутри деревяшка, когда сохнет кожа, она его так обтянула, что дерево стало мешать к рукояти. Рукоять стал трудно выходить,
и там начал оставаться следы. Ну вот совсем, ребят. Ну вот, почти идентичный. Сами видите. Надо потереть растительным маслом. Это все-таки кожа. Она как бы все равно как обувь. Должна всегда быть влажной. Ну, квартирка, конечно, жаркая. Сейчас же зима пойдет. Вообще сухо будет. И она, возможно, даже и потреснет, если за ним не ухаживать. Ну, просто пальчиком зинь-зинь. Все. Готово. Вот. Сейчас, через некоторое время, посмотрим, что получится с этого фломастера. Ну, я уже ранее говорил, что она, фломастер, глубоко впитается. Так что так и останется. Наверняка. Ну, посмотрим. Так, ну что, друзья. Вот. Вот тут был фломастер. Какие ножны сейчас? Масло пропитывалось. Вот. Совсем новенький ножик. И все. Там, где человеку место, где там не понравилось, тут сошкурено, полировано. Сейчас еще потемнее сделаем чуток. А так ножик уже готов. Тут сказал очень-очень крепко. Почему? Потому что деревяшка внутри и ножны с бычьего хвоста кожа, когда она шусится, шушиша, обтягивает, становится чуть меньше. Сейчас маслом пропитана, вот, она опустила. И я кое-что тут поправил. Поковырялся там внутри. И все. Благодаря этому нормально. Хозяин говорит, при выходе тут всегда пострадает. Все равно я тут задеваю, говорит. А я всегда в своих видео показывал. Таким образом открывается. Во, вытащил. И обратно. Все. Они как сабля. Туда-сюда. А аккуратненько взяли. Все. Вот, еще чуть-чуть сделаем. И поточим. И ножик будет завтра появляться. Ну что, мужики, на этом у нас все. Так, и что хотел сказать-то? Да, господа иностранцы, хотел отправить. Вот уже, по-моему, вторую или третью неделю нету на почте нету стинеров. То есть наклейки, как в магазине чуп делается, такого нету. К сожалению, вот поэтому ножи у меня в сейфе лежат, ждут отправки. Любой регион за пределы Российской Федерации, без этого никак. Закончились они просто-напросто. Вот. Как они приедут, так, сразу начинаю отправлять. Так что чуток потерпим. Вот. Охотникам всем удачи. Новым заказчикам чуток терпения. Работа кипит. Так, человек только что из больничной. Так что не робеем. Слава Богу, перед вами был Брдыга. До встречи.